Здравствуйте, в эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите программу. Сегодня в студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. Прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю беседу, я представлю вам наших гостей. Хотелось бы назвать номер телефона прямого эфира, по которому вы можете позвонить к нам в студию прямого эфира и задать свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Итак, код города Талдыкурган 87282 и сам номер телефона в городе Талдыкурган 40 17 57. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Буквально через несколько дней истекает срок по выплату налогов на имущество физических лиц. С тем, чтобы поговорить не только о налогах, но и о других платежах, мы пригласили к нам в студию прямого эфира представителей Департамента государственных доходов по области ЖТСУ, Абельмажинова Асхата Айтмалдановича, который является руководителем управления непроизводственных платежей, и Тастикбаеву Динару Бейсибаевну. Это руководитель отдела управления государственных услуг. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Асхат Айтмалданович, наверное, первый вопрос будет к вам, поскольку сроки уже поджимают, осталось буквально несколько дней, и скоро начнут раздаваться тревожные звонки по телефону, возможно, даже от каких-нибудь судебных исполнителей. Скажите, пожалуйста, что является объектом обложения налогом на имущество физических лиц, и на сегодня какая задолженность составляет по этим выплатам? И оплачиваются ли налоги до наступления очередного срока уплаты? Можно ли оплатить заранее? Да, здравствуйте еще раз. По первому вопросу, объект налогообложения, что у нас является? Является это жилые здания и помещения, земельные участки, гаражи, парковочные места, иные объекты строения, сооружения. То есть они облагаются налогом на имущество. С 2021 года у нас упразднили налог на землю, то есть объединили в один КБК. Налог на имущество на КБК 104, 102 оплачивается. У нас в целом по области более 173 тысяч объектов имущества облагаемого, где налогоплательщиков составляет более 166 тысяч физических лиц. Но годовая сумма налогопоступления это 150 миллионов. Ежегодное поступление по налогу на имущество. На текущий момент у нас от этой ожидаемой суммы взыскана основная часть, осталось только 44 миллионов. То есть это сумма, подлежащая оплате до 1 октября, до наступления срока. То есть у нас срок оплаты, еще раз повторюсь, до 1 октября текущего года. То есть до 1 октября 2023 года мы должны оплатить налоги за 2022 год. Основная масса у нас сейчас оплатила, но до наступления срока, да, конечно, у нас принимаются меры, то есть направляется комитетом централизованно пуш-уведомления разные через банки второго уровня, где там можно посмотреть предстоящие суммы платежей. Кроме того, есть у нас мобильное приложение ЕСАЛ-Газамат, где тоже можно зайти в меню, посмотреть предстоящие платежи, не долги, потому что сейчас это не долги у нас, это предстоящие платежи, потому что срок еще не наступил. После 1 октября уже наступит срок, он уже появится в этой вкладке «Задолженность». То есть я призываю население до наступления срока оплатить налоги. А многих интересует вопрос, как все-таки исчисляется налог на имущество физических лиц. Живут два соседа, казалось бы, два одинаковых участка. Один пришел 1000 тенге заплатил, я утрирую, примерно говорю, другой 2000, а сосед через дом вообще 500 тенге. Как исчисляется такой налог? Здесь налоговой базой для исчисления налога на имущество, это у нас берется стоимость для налогообложения, которая определяется уполномоченным органом. Это у нас госкорпорация правительства для граждан. Они определяют оценочную стоимость, то есть туда по разным параметрам иногда выходят разные суммы. То есть там берется материалы, как и коэффициента физического износа вычисляется полностью. И по таким параметрам они определяют стоимость, и от этой стоимости 0,05% облагается налогом. И, соответственно, если у нас по кодексу там до 2 миллионов, если оценочная стоимость, одна шкала, более 2, между 2 и 4, другая шкала, и, соответственно, делится. Допустим, у нас, если при оценочной стоимости 4 миллиона, сумма налога будет составлять 2,6, 2600 тенге.
То есть это как определяется до 2 миллионов у нас шкала, как я выше сказал, 0,05. Это определяется налог до 2 миллионов. И там 4 миллиона разница умножается уже превышение, там 0,08 умножается. А 2000, каждое превышение уже отдельная шкала применяется. В связи с чем у разного налогоплательщика разные суммы появляются. И, конечно, объекты разные, наверное, пристройка, сумма, то есть материалы разные бывают из-за этого. Все зависит от материала. Вы знаете, у граждан часто возникает такой вопрос, когда мы идем платить за, особенно вот налоги, вот смущает вот такой вопрос, говорит, КБК, номер КБК назовите, ну, приходишь, говоришь, ну, налог на имущество там или на транспорт, и не всегда тебе грамотно отвечают. На какой КБК вплатить нам имущество? Сейчас у нас налог на имущество, земельный налог сейчас объединили. У нас один налог на 104-102 КБК, код бюджетной классификации 104-102, это налог на имущество физических лиц. На этот КБК можно платить. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 87282 и сам номер телефона в Талдыкургане 40 17 57. Звоните, пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. А у нас уже есть вот актуальные вопросы от граждан наших. Значит, вот люди спрашивают, в мае 2023 года один из граждан купил квартиру, но налог по сегодняшний день не пришел. Можно ли узнать, почему не пришел налог? Если купил он в мае 2023 года, налог будет начисляться в следующем году. То есть сейчас в данный момент мы начислили налог за 2022 год. А за 2023 год уже налог с мая будет начисляться, а в следующем году придет к нему. А вот другой наш телезритель жалуется на то, что в прошлом году он продал дом, но почему-то вот сейчас, говорит, приходит начисленный налог. Я же, говорит, продал этот объект, моей собственности нет, почему я должен платить налог? При продаже также, при продаже у них задолженности не бывает, потому что налог начисляется позже срока. А за 2022 год мы сейчас начислили, опять же мы начислили там за фактический период владения. То есть он за фактический период владения он должен оплатить, а со следующего года, то есть за 2023 год, ему не будет начислен налог. Если он до марта владел, значит он за 3 месяца будет платить, за 2 месяца, а следующий хозяин с марта будет платить уже за 2022 год. Кому продал, может там проверить, у него тоже есть налог по этому объекту уже. То есть по фактическому владельцу имущества на данный момент? Да, да. Понятно, что ну, мы люди, нам свойственно забывать за чередой вот всех вот житейских проблем, забывать оплатить что-то, там, не знаю, какие-то коммунальные услуги, забыть о том, что необходимо платить налоги. Вот что предусматривается, если я, ну, забыл, а может быть, просто решил не платить налог? Ну, сейчас после 1 октября уже появится недоимка, и, соответственно, система будет формировать уведомление о погашении задолженности физического лица. Дается там определенный срок, то есть 30 рабочих дней. По истечении 30 рабочих дней сумма, если превышает 1 МРП, материалы направляются частным судебным исполнителям. То есть формируется налоговый приказ, и мы передаем материалы частным судебным исполнителям. Они, в свою очередь, будут принимать меры по взысканию задолженности, в том числе они ставят арест на счета, потом ограничение на выезд и описывают имущество. То есть они могут рейдовую проверку сделать и дома что-то описать. Могут и холодильники или что равноценные. Или могут вообще и машину. И, хотя и по машинам тоже рейды делаем, машины тоже выдворяются в штрафные стоянки. А за эти услуги частные судебные исполнители изымают сверху еще 25%. То есть от этой взысканной суммы. Сейчас в данный момент налогоплательщикам невыгодно. То есть призываю заранее оплатить, не оставляя на поздний срок. Иногда бывает, вот они позже срока оплачивают, да, оплачивают только основную сумму, остается пеня. А ему надо срочно счет открыть, а банки откажут, потому что у них есть пеня. То есть, несмотря на вот те незначительные суммы Да. налогов на физических лиц, вот за имущество и за землю, которую мы сейчас оплачиваем, Да. то есть могут такие серьезные последствия быть? Да, да, могут быть последствия. В связи с чем, не дожидаясь срока, не дожидаясь уведомления, можете оплатить налоги. Ну, уже, как я выше сказал, пуш-уведомления раздаются, и уже по домам подворный оплот тоже провели, вручили, и через коммунальные службы тоже оповестили. Ну, основная масса сейчас оплатил, более 70% уже оплатили налог.
Ну вот, допустим, я о своем налоге узнал при помощи пуш-уведомления, что мне необходимо оплатить. А вот как мне узнать было бы самостоятельно об этом? Допустим, ну, решил я на всякий случай ранее за месяц, за два оплатить. Естественно, ко мне не приходило никакого давления. Могу ли я как-то узнать свой налог или как-то рассчитать его? Налог вы самостоятельно сами не сможете. Это по налогу автотранспорта вы самостоятельно можете рассчитать и оплатить. А здесь вам посчитает налоговый инспектор, то есть по оценочной стоимости конкретной, и вам начислят. Но если вы заранее оплатили, по истечении 1 октября, то есть вы можете увидеть свою переплату, если вы излишне оплатили. А если не доплатили, уже доплатите. Но если сейчас можете также зайти, есть Алказамат, посмотреть предстоящие платежи. Там уже за минусом показывать. Если у вас есть долги, он покажет. Если недостаточно суммы у вас. Вот в сельском округе люди интересуются, говорят, что налоги взимают представители акиматов. Вот если им заплатить сумму налогов, поступят ли эти деньги на счета налогоплательщиков? И насколько законны вот эти действия, что люди приходят и в акимат платят? Да, у нас сейчас есть 4-й уровень бюджета, то есть местные акиматы сами собирают, сами распределяют, сами расходуют эти налоги, эти собранные средства. А сельские агенты, да, действительно собирают, у них есть бланки строгой отчетности. Они могут изымать, то есть принять платежи через бланк строгой отчетности и выписывать им квитанцию. Эти суммы, да, действительно зачисляются в бюджет. Если они заполнены через бланки строгой отчетности, тогда эти суммы поступят. Ну, обязательно они обычно, кто платит, обязательно должен требовать обратно чек или подтверждение. Ну, или расписку, да, Да. хотя бы? А такие Не на расписка, а квитанция обычно. Квитанция. У нас банк строгой отчетности. Ну и вот, пожалуй, завершим мы тему по налогам следующим вопросом. Вот скажите, если физическое лицо, ну, не является индивидуальным предпринимателем, там, каким-то, и имеет в собственности коммерческие объекты, вот то по каким объектам налоговые органы будут начислять ему налоги? Ну, по нежилым, то есть коммерческим объектам налоговые органы не исчисляют налог. То есть это налогоплательщик сам должен представить декларацию, как индивидуальный предприниматель, но как физлицо предоставляет декларацию по этому имуществу и оплачивает налоги. То есть тут налоговый орган не начисляет налог. Спасибо вам за ответы. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 87282 и сам номер телефона 40 17 57. Ну, следующий вопрос я хотел бы задать руководителю отдела управления государственных услуг Динаре Бисибаевне. Так, Динара, вы знаете, последнее время, вот как только мы объявили о том, что теперь будут взиматься некоторые суммы за проведение платежей через приложения, вот эти всевозможные Каспий, вот по безналичному расчету, много стало возникать вопросов. Поначалу все это работало, теперь мы заходим в магазин, видим Каспий, нет, безналичного расчета нет, давайте наличность. То есть вот чего испугались или в чем возникла проблема, что у нас сейчас просто не принимают платежи? Хотелось бы отметить, что это незаконные действия со стороны предпринимателей, субъектов бизнеса, потому что, согласно налогового законодательства, все денежные расчеты, проводимые на территории Республики Казахстан, должны проводиться путем применения контрольно-кассовой машины, а также путем безналичной оплаты, это путем карточек, банковских карточек. То есть, если вы идете в магазин, хотите сделать покупку и оплатить, у вас есть два способа оплаты. То есть вы продавцу даете либо наличку, либо же у вас нет налички, но у вас есть карта, вы можете оплатить картой. В этом случае предприниматель обязан принять у вас карту путем этой оплаты, то есть либо же QR-кодом. А то, что сейчас во всех магазинах есть вот эти таблички о том, что Каспий QR нету, не принимаем, это неправильно. Спасибо за ответ. А у нас есть телефонный звонок и, соответственно, я думаю, вопрос от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, если так случилось все-таки, что человек задолжал, и вот раньше было так, что
судебный исполнитель накладывал арест на все деньги, которые у человека есть на счету, может быть, даже в нескольких банках. А сейчас рассматривается вопрос в Мажилисе, ну, во всяком случае, прозвучало такое предложение, пересмотреть этот подход и накладывать арест только на ту сумму задолженности, которая у человека есть, чтобы не лишать человека всех денег, которые, возможно, ему нужны и необходимы в данный момент. Вот как вы относитесь к этому предложению? И второй вопрос. Если я вас правильно понял, сейчас вы сказали, что на имущество рассчитать человек не может налог, на транспорт может, на имущество нет. И практически человек должен доверять налоговым органам. А если я не доверяю налоговым органам, как тогда? Спасибо. Интересно. Как можно не доверять налоговым органам? Налоговым органам известно все, наверное. Ну, хорошее предложение. Да, это ко второму вопросу. Как можно проверить? Да, можете проверить, можете взять оценочную стоимость для налогообложения в уполномоченные органы, и там по кодексу можете сами исчислить налог. То есть можно перепроверить в любом случае. А насчет вот этого ограничения, ограничительные меры пока принимаются только частными судебными исполнителями. Это они принимают меры в целях взыскания задолженности. То есть есть выход только не доводить до этого, то есть оплатить заранее. Это рассматривается, не знаю, посмотрим потом, как будет принято решение. Ну, вообще, ваше личное мнение, как вы думаете? То есть на сумму, вот как человек говорит, на сумму задолженности, или уж на всю катушку, чтобы быстрее оплатил? Ну, этот Нет, момент- обычно полностью блокируют, чтобы оплатил часть. Если часть оплатит, то на остальные разблокируется же. Отлично. Хорошо, мы продолжаем нашу беседу. Динара, я вам следующий вопрос задам. Вот вы упомянули о контрольно-кассовых машинах. Кто обязан применять контрольно-кассовые машины вообще? Повторюсь, что контрольно-кассовые машины, если используются в том случае, когда все операции у вас проходят путем наличной оплаты, путем наличных денежных средств, а также карточек, банковских карточек. Применяют их, значит, все, как предприниматели, так и юридические лица, вне зависимости от формы собственности субъекта. Освобождаются адвокаты, не принимают, частные судебные исполнители, религиозные объединения не принимают, городской транспорт не принимает, ну и физические лица. Они вот освобождаются. Также есть категория, знаете, предпринимателей, которые ведут деятельность свою в местах, где отсутствует интернет. То есть там сейчас же кассовые аппараты все онлайн формата. То есть они онлайн, все данные, когда чек выдается, они автоматом все данные передаются к оператору фискальных данных. То есть мы, как налоговики, можем этот чек проверить и просмотреть в реальном времени. А стационарные кассовые, старого образца, не онлайн кассовые аппараты, это такие старые кассовые аппараты, вот, которые мы ранее в 2000-х годах использовали. Вот эти кассовые аппараты, они тоже активны, ими тоже можно пользоваться, но только в том случае, где у вас деятельность ведется, где отсутствует интернет. То есть они, по сути дела, не передают данные. Это не кассовый аппарат с фискальной памятью данных. Там мы только можем прийти, как налоговики, посмотреть, проверить, тогда только чек мы можем увидеть, этот чек. То есть в онлайн-режиме мы его проверить не сможем. Понятно. Отлично. Скажите, пожалуйста, нужно ли пробивать чек через ККМ при оплате через QR-код? Вот мы привыкли же, пришли там, раз, QR, показали, все, на ваш счет деньги упали. Все, спасибо, ушел. Должны ли мне дать чек? Да, в большинстве случаев зачастую предприниматели, когда мы производим оплату через QR-код, они нам выдают тот чек, который выдает вот этот посттерминал, да? Вот Каспий, там, Халык, другие посттерминалы банков. Они дополнительно должны параллельно выдавать вам фискальный чек. Не все люди понимают, как выглядит, что такое фискальный чек. У фискального чека есть свои обязательные реквизиты, которые в обычном в товарном чеке они не отражены. То есть там все данные предпринимателя, его ИН, QR-код, наименование товара, стоимость, сколько штук он приобрел. То есть в самом конце QR-код и также будут контактные данные оператора фискальных данных. То есть
будет большая разница. В данном случае при оплате с QR-кодом предприниматель обязан выдать как вот этот товарный чек, но он может даже товарный этот чек не выдавать, который через банковское приложение, через посттерминал, он обязан выдать чек фискальный. То есть параллельно еще пробивается второй чек через кассовый аппарат. То есть, что платеж прошел, и что предприниматель у нас обязательно за это Да. дело заплатит необходимые взносы в налоговую базу. Да. Можно добавлю? Да, пожалуйста. Вы вот, допустим, совершаете покупку, вы этим покупкой вы уже оплачиваете налоги тоже. Ага. Вы оплатили, а тот предприниматель принимает у вас платежи, часть свой доход и часть налог должен. Вот это подтверждение, что он внесет эту сумму в бюджет. То есть это ваши деньги, которые вы оплатили в виде налога. Видите? Это фиксируется так. То есть, получается, и продавец, и покупатель, вот они между собой, как бы то ни было, все равно связаны именно в денежном Да. отношении. Вы не знаете, что вы оплатили налоги, но вы уже чек взяли, вы уже оплатили налог. Видите? Понятно. Из-за этого они должны выдавать вам. Хорошо, спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 87282 и, собственно говоря, сам номер телефона 40 17 57. Звоните, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. Вот продолжим с вами беседу. Скажите, пожалуйста, вот мы проводим оплату через Каспий магазины, через Каспий Pay. Вот всегда ли обязаны предприниматели нам выдавать чеки? Ведь в некоторых случаях бывает, что ну просто не выдают, мы вот как-то, а может быть и не спрашиваем, просто заплатили, да и... Да, в большинстве случаев действительно выдается товарный чек, не выдается фискальный чек, многие не знают, как он выглядит. Также много поступает у нас звонков на колл-центр о том, что вот именно от предпринимателей должны ли мы выдавать этот чек, потому что мы же, говорит, через посттерминал или выходит через QR-оплату, там уже как бы чек выходит. А также у многих ошибочное мнение, если у меня, допустим, через онлайн-магазин, через тот же самый Каспий магазин, покупку сделали, значит, оно поступает на мой банковский счет. Нет, это ошибочное мнение. Все платежи, которые вам поступают через Каспий QR, Каспий Red, рассрочка, кредит, вот оплата через кредит, там процентный, пусть будет он беспроцентный. Вся эта оплата, тот же самый QR-код, это вся оплата проходит, она списывается у физического лица с его карточки Каспий Голд. То есть это то же самое означает, если в магазине физическое лицо пришел и оплатил, допустим, через посттерминал карточкой или же оплатил вам наличкой. В этих случаях через Каспий Red, через Каспий рассрочку, все это оформляется, опять же, с выдачей фискального чека. Но там есть такая пометочка в кассовом аппарате: оплата безналичная и наличная. В этом случае предприниматели должны выбивать чек и нажимать кнопку «Безналично» или «Оплата картой». Там у них прямо в кассовых аппаратах запись такая есть. То есть выдается тот чек, вот платеж поступил им через, допустим, Каспий магазин. Они должны, вот сейчас очень много оплата идет через Каспий рассрочку, именно онлайн торговля у нас развита. И отправляются, например, товары по всему Казахстану. Да. Соответственно, предприниматель должен, если у него купили его товар на маркетплейсе, он должен своему потребителю в посылку положить этот чек после того, как он получил оплату. То есть, получается, даже получая товары, заказанные нами по онлайн, и уже произведя покупку... Через Каспий магазин, да. через Халых маркет. То есть нам должны обязательно вот в этой коробке привезти чек. Да. Это мы должны помнить. Хорошо, замечательно. Понятно, что не всегда мы получаем такие чеки со своим товаром. И не всегда, собственно говоря, нам выдают фискальные чеки для того, чтобы мы куда-то положили в карман, там, не знаю, унесли с собой. На всякий случай, там, это все-таки есть тоже определенная защита прав потребителей в этом чеке. Вот. Какие санкции могут быть применены в отношении нарушителей, те, кто, может быть, умышленно или просто так, не спрашивает, он и не дает? Есть, можно сказать, 4 закона, которые определяют кассовую дисциплину.
который определяет, что такое наличный платеж, безналичный платеж. Это закон о платежах и платежных системах, налоговый кодекс, предпринимательский кодекс, а также кодекс об административных правонарушениях, если предприниматель нарушил все эти законы, привлекается к административной ответственности. Также закона о защите прав потребителя. Все эти законы оговаривают, действия самого предпринимателя, субъекта бизнеса о выдаче его чека фискального. Есть статья, несколько, значит, видов нарушений. Это как неприменение кассового аппарата, также невыдача чека и неприменение вот этих платежных карточек, оплаты QR, оплаты платежных карточек. Если вы часто бываете в магазинах, вы видите, что, как вы говорили, что не принимаем QR-оплаты, значит, у предпринимателя, возможно, нету посттерминала, который предназначен для платежей платежных карточек. Здесь идет нарушение статьи 194 Кодекса об административных правонарушениях. Если это нарушение впервые совершено предпринимателем, то тут уже составляется протокол, но в виде предупреждения. Если в течение года данное нарушение повторяется, то уже там административные меры в виде штрафа идут. Там штраф зависит от субъекта, от размерности предпринимателя, то есть к какой категории он относится, к субъектам малому, среднему или крупному бизнесу. Но если по малому бизнесу, то там 40 МРП штраф, это порядка 138 тысяч тенге. Если же предприниматель не выдает чек, то там уже статья другая, там статья 284, часть 2, если он повторно нарушает в течение года, там штраф 51 750 тенге, это в МРП 15 МРП. Есть же также меры наказания, как в виде неприменения контрольно-кассовой машины. Много предпринимателей, которые регистрируются и не ставят на учет кассовые аппараты. То есть они думают, вот сейчас начну бизнес, они уже начали, время уже прошло, и они вот так и ведут деятельность без регистрации кассового аппарата. Соответственно, тут нарушаются права потребителя, поступают к нам. Очень много жалоб, что им не выдали чеки. А, кстати, о жалобах. Куда можно позвонить и сообщить о таком безобразии, когда ты хочешь безналичный расчет, а тебе говорят, ну иди, ищи наличку, приходи с наличными деньгами. Вот здесь, знаете, проблематично в том, что физическое лицо должно зафиксировать. В связи с тем, что сейчас идет мораторий, мы, как налоговый орган, органы госдоходов, не можем выйти на проверку. Ранее, если мы выходили на проверку, мы обязательно проверяли, открывалась проверка с общественниками обязательно. Это регистрировалось у нас в прокуратуре, данная проверка, и мы выходили на рынки и проверяли регистрацию предпринимателя, есть ли у него контрольно-кассовая машина, есть ли у него лицензия на продажу алкогольной продукции и другие моменты. Вот тогда мы могли их проверить и составить административный протокол. Сейчас на данный момент мы не можем выходить на проверки, так как мораторий на проверки субъектов малого бизнеса, но поступают жалобы, также действительно нарушаются права потребителя. В данном случае при нарушении прав потребителя он может только зафиксировать на видео, что ему не выдают чек. Есть такое приложение, Вайпан приложение, его скачивают в App Store или в Google Play. Оно онлайн, туда жалоба фиксируется на видео и направляется, значит, в налоговые органы. Это будет онлайн-жалоба, но там надо будет указывать торговую точку, кто вам не выдал чек. Но это уже будет факт, да, по которому можно будет разбираться. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые гости, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. К сожалению, мы не смогли с вами, Асхат Айтмаданович, поговорить об еще одной такой теме, которая касается всех казахстанцев. Это о всеобщем декларировании. Я думаю, что об этом мы поговорим во время следующей нашей встречи. Поговорим, с какими проблемами столкнулись, в том числе налоговые органы и сами, собственно говоря,
мы, граждане, которые должны предоставить эти декларации. Спасибо вам за интересную беседу. А нашим телезрителям я пожелаю только одного, в первую очередь налоговой дисциплины, чтобы не случилась такая неожиданность, когда нас вдруг неожиданно высадят из собственного автомобиля или, не дай бог, опечатают двери собственного дома за неуплату каких-то там налогов. Ну что ж, до следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.